Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. История 13-летней кыргызской девочки, которая содержит семью из 3 человек, потрясла весь Кыргызстан. Еду, одежду и деньги несут не только жители Бишкека, но и везут из соседней Алма-Аты. Ей пришлось трудно с детства. Я очень часто думаю о том, как ей тяжело. Латвийскому зрителю показали, что произойдет, если на их страну нападет Россия. В Латвии состоялась премьера нашумевшего фильма BBC о том, как может начаться Третья мировая война. Сценарий напоминает события в Украине. В Бишкеке готовятся к выборам нового мэра, которые состоятся 27 февраля, но имя будущего главы столичной администрации уже практически известно. Я называю эти фигуры парашютистами и спускают их, и они потом, что им Бог на душу положит, то они и делают. Жителям Таджикистана объяснили на примитивном уровне, почему они должны платить за проезд по автошоссе. Единственная в республике платная трасса соединяет Душанбе с севером страны, и другой альтернативы ей нет. Глава Союза журналистов Казахстана и Национального пресс-клуба Сид Казым Атаев вторые сутки как задержан. Пока ему предъявлены только подозрения в якобы многомиллионных хищениях государственных средств. Но в официальных заявлениях финансовой полиции его деятельность без каких-либо доказательств уже напрямую называется тяжким экономическим преступлением. Действия госструктур в отношении Матаева вызвали огромный резонанс среди казахстанских журналистов. Ими направлены письма президенту Назарбаеву и в Генеральную прокуратуру с просьбой тщательного расследования данного дела. О том, каким последствиям может привести задержание известного журналиста, мы побеседовали с независимым экспертом по Центральной Азии Аркадием Дубновым. Если так пошло, так топорно и грубо ведут себя следственные силовые структуры по отношению к очень известному человеку, то это значит, что в стране снова возможно все. Как бы в угоду сохранению власти первого лица. Я не очень понимаю, как можно будет серьезно воспринимать власть в стране, где вот таким образом расправляются с независимым, я думаю, с самым главным казахстанским журналистом. Это значит, что все остальные должны заткнуться и слушать указания сверху. В Бишкеке готовятся к досрочным выборам главы столичной администрации. Однако, несмотря на то, что они пройдут 27 февраля, имя следующего мэра уже практически известно. Кто претендует на главный городской пост? В репортаже Адилета Бектурсунова. Албек Ибраимов – личность, пожалуй, самая обсуждаемая в столице. Бывший глава аэропорта и человек из близкого окружения президента. Во всяком случае, так пишут в прессе. Прежде ничем не приметный, Ибраимов сегодня хедлайнер новостей. После досрочного ухода Кубалычбека Кулматова общественность гадала, кто же его заменит. Одним из самых вероятных кандидатов на пост мэра называли депутата Марата Аманкулова. Но Албек Ибраимов оказался темной лошадкой даже в чиновничьих кругах. Его кандидатуру выдвинули социал-демократы. Я называю эти фигуры парашютистами и спускают их, и они потом, что им Бог на душу положит, то они и делают. Ну, вот Кулматов то же самое же было. У Горкиниша не было выбора, он был единственный, выбрали. Кончилось тем, что мы имеем. Кандидатура Ибраимова безальтернативная. Другие фракции в городском совете отказались выдвигать своих кандидатов. Сам претендент на пост мэра успел сдать экзамен на знание государственного языка. Неторопливо прочитав отрывок из литературы, единственный претендент на пост градоначальника едва не провалил экзамены по грамматике. Ибраимов написал эссе о своей программе по развитию города. Мысли кандидат уложил в одну страницу и сделал по меньшей мере 2 ошибки. Члены комиссии вынесли вердикт: экзамен пройден отлично. Мы все единогласно считаем, что вы прекрасно владеете государственным языком. От себя хочу вам пожелать дальнейших успехов в работе. В социальных сетях о новом кандидате отзываются нелестно. Албека Ибраимова называют классической властной номенклатурой. Карьеру начинал с завода «Кыргызавтомаш», владельцем которого являлся президент Атамбаев. Успел поруководить заводом «Дастан» и свободной экономической зоной Бишкек. После был повышен до заместителя
заместителя руководителя аппарата президента. Но настоящую публичную славу Ибраимов получил прошлым летом. Будучи главой аэропорта, он установил своему советнику годовой оклад в районе 2 миллионов сомов. Возмущенные сотрудники устроили митинг, на что Ибраимов ответил лаконично. Их надо не то что наказывать, их надо расстрелять. Нет, но это можно, мне кажется... Это так не бывает, понимаете? Будущий мэр – человек не публичный, и это он отлично демонстрирует, еще не вступив в должность. Мэра депутаты изберут путем тайного голосования уже в конце этой недели. Адилет Бектурсонов, Азат Ntymаков. Настоящее время. Кыргызстан. История 13-летней девочки Айчурек из Бишкека, которая содержит семью из 3 человек, потрясла весь Кыргызстан. Еду, одежду и деньги теперь беспрерывно несут жители всего города. Помощь едет и из соседней Алма-Аты. Маленькая девочка собирает на рынке пластиковые пакеты, чтобы прокормить маму-инвалида и больного братишку. Как живет и о чем мечтает Айчурек? В гостях у ее семьи побывала наш корреспондент Чебек Бегалиева. Из всей кучи разноцветной одежды приглянулась Айчурек юбочка. Правда, она немного великовата, а то, что совсем впору брат с сестрой надели сразу. Я люблю одеваться в корейском стиле. Ношу в основном спортивное, так же, как актеры в моих любимых сериалах. Корейские фильмы она полюбила еще из-за хэппи-эндов. Ее жизнь сейчас как раз-таки смахивает на сценарий дорамы. Еще вчера для того, чтобы купить хлеба, ей приходилось собирать пакеты и сдавать их. А сегодня дома столько еды, что у младшего брата глаза разбегаются. Такого мои дети не ели. Сладкое, бананы, сметана, яйца. Все это принесли после того, как местные журналисты рассказали об Айчурек. О том, как в 13 лет девочка кормит всю семью, братика и мать-инвалида. Ее телефон не смолкает с самого утра. Рыскан, кажется, до сих пор не верится. Столько людей могут помогать бескорыстно. 5 лет назад она пережила инсульт. Отнялись ноги, одна рука. Потом бросил муж, и все заботы по содержанию семьи легли на плечи ее дочери. Ей пришлось трудно с детства. Я очень часто думаю о том, как ей тяжело. Дочка знает это и старается не расстраивать меня, потому что у меня может подняться давление. Каждый день после школы Айчурек вместе с подругой идет на рынок собирать пакеты. Надо успеть, пока не придут другие дети или дворники, их конкуренты. Дворники гоняют нас, а мы от них прячемся. Иногда они отбирают наши пакеты, а мы ничего не можем сделать. 2 мальчика из школы увидели, как мы собираем пакеты, и они про это всем рассказали. Они говорят, что мы собираем коробки. Мы поругались с ними. Я сказала им, что я работаю, потому что моей семье приходится тяжело. И сказала, что он издевается над нами только лишь потому, что ему самому не приходится работать. Эта история растрогала даже взрослых мужчин. Суровые дядечки в форме, целые коллективы разных ведомств или просто незнакомцы несут и несут еду, одежду, деньги. Мы не хотели афишировать это. Не знали, что здесь снимают. Никогда не просившая ни у кого помощи, и, наверное, поэтому так всех удивившая, она не знает, как благодарить за это. Говорить самое большое желание исполнить никто не может. Ей хочется, чтобы мама вылечилась, и брат не болел. У него нашли артрит, и врачи боятся, что и он не сможет ходить. Поэтому теперь Айчурек мечтает стать не танцовщицей, как раньше, а врачом, чтобы вылечить маму с братом. Чебек Бегалиева, Азат Ntymаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Далее в программе. Латвийскому зрителю показали, что произойдет, если на их страну нападет Россия. В Латвии состоялась премьера нашумевшего фильма BBC о том, как может начаться Третья мировая война. Сценарий напоминает события в Украине. Жителям Таджикистана объяснили на примитивном уровне, почему они должны платить за проезд по автошоссе. Единственная в республике платная трасса соединяет Душанбе с севером страны, и другой альтернативы ей нет. Россия и США договорились о прекращении огня в Сирии с 27 февраля. В ходе беседы по телефону президенты России и США обсудили условия режима прекращения боевых действий, о котором на протяжении нескольких месяцев пытались договориться дипломаты. Владимир Путин также отметил, что предложение о прекращении огня не касается организаций, которые признаны ООН террористическими. Это группировки ИГИЛ, Джабхат ан-Нусра и другие. Удары по ним будут наноситься и далее, подчеркнул он. От остальных сторон сирийского конфликта Россия и США ожидают подтверждения соглашений с условиями перемирия до 26 февраля.
до полудня 26 февраля 2016 года все воюющие в Сирии стороны должны подтвердить нам или американским партнерам свою приверженность прекращению огня. Российские и американские военные совместно на картах определят территории, на которых действуют такие группировки. Против них боевые операции вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, российских вооруженных сил и возглавляемой США коалиции вестись не будут. Если режим прекращения огня не распространяется на территории, где доминирует ИГИЛ и Ан-Нусра, то мониторинг перемирия для нас становится серьезным вызовом. Мы с этим столкнемся позже. Ситуация очень сложная, но, думаю, риск ее ухудшения сейчас объединяет всех. Тем временем сирийская армия продолжает наступление на севере страны при поддержке российской авиагруппы. По словам официальных представителей, правительственные войска уже смогли вернуть контроль над несколькими стратегическими городами в провинции Латакия. Президент Башар Асад заявляет, что подобного прорыва сирийская армия смогла достичь благодаря поддержке России и Ирана. Латвийскому зрителю показали, что произойдет, если на их страну нападет Россия. В Латвии состоялась премьера британского псевдодокументального фильма, снятого BBC. Его авторы предложили свою версию возможного начала Третьей мировой войны. Сценарий напоминает события в Украине, и фильм уже назвали «Провокацией». С подробностями Евгений Эрлих. Британцы сняли, по сути, псевдодокументальный проект, как, по их версии, может начаться Третья мировая война. В фильме принимают участие реальные отставные английские политики, которые на ходу, в зависимости от ситуации, принимают решения, как будто бы они от правительства страны. Это такой политический квест. Формально сценарий почти один в один напоминает события в Украине. По сценарию российская армия под предлогом защиты русского населения Латвии вторгается в Латгалию, восточную провинцию страны. Поскольку Латвия член НАТО, то это начало прямого военного конфликта между Россией и Западом. Фильм BBC резко осудили и в Кремле, и многие латвийские политики, кстати. Общий тон, что это такая провокация, ненужное нагнетание обстановки. Но общественное телевидение Латвии, наоборот, закупило права на трансляцию проекта. По этому поводу Ивар Белт, директор телеканала, вспомнил даже службу советской армии, когда им на политинформации рассказывали про фильм «Рэмбо». Кто-то раскладывал по частям «Рэмбо 3», который творит ужас в Советском Союзе. Я как-то написал о том, что, может быть, ребят, хорошая идея сначала посмотреть фильм, и потом у нас мысль появится, да? Потом будем и разбирать, и критиковать. Что-то мое сочинение не очень понравилось, как сейчас помню, но вот ситуация, кстати, очень похожа на это время. И я не хочу туда-обратно, где мы о чем-то дискутируем, что-то изначально, скажем так, подвергаем критике, не зная толком, о чем мы говорим. Учитывая неоднозначность фильма, в начале перед показом пройдет теледискуссия с политологами, что вроде бы должно подготовить зрителя. Но многие потенциальные зрители заранее выразили протест. В Даугавпилсе, столице Латгалии, судя по результатам опроса, почти половина горожан назвали ленту провокацией. А мэр города Янис Лачплесис считает, что такое кино бьет по имиджу Даугавпилса и, главное, по его бюджету. Мы вкладываем огромные деньги, чтобы создать среду привлекательную для инвесторов, чтобы развивать инфраструктуру, чтобы город был опознаваем. И на самом деле это не способствует интересу, реальному интересу инвесторов и туристов по приезду в наш город и наш регион. Проект BBC, конечно же, провокативен по сути, но характерно, на каком информационном фоне сегодня состоится латвийская премьера. Прямо в эти дни в Псковской области на границе с Латвией идут масштабные российские учения с участием 2500 десантников и более 300 бронемашин. О маневрах, кстати, рассказали во всех российских новостях. И мы знаем, что по сценарию, как нам рассказано в новостях, десантники должны захватить вражеский аэродром и удерживать его до прибытия основных сил. Причем никто даже не скрывает, что цель этих учений – показать натовцам, что в случае необходимости российская армия в состоянии быстро уничтожить вооруженного противника в странах Балтии. С другой стороны, глава блока НАТО уже заявил, что Альянс принял решение усилить свое военное присутствие в Восточной Европе. Здесь планируется разместить несколько тысяч натовских солдат. Так они планируют предупредить возможную агрессию со стороны России.
Так что, озираясь по сторонам, фильм BBC уже не кажется такой журналистской выдумкой. Видимо, также, кроме телевизионного латвийского руководства, считает и в Эстонии. Эстонская ТВ тоже закупила права на показ британского телепроекта. И он выйдет в эфир 29 февраля. Так что мы ждем продолжения скандала. Немецкие газеты заполонили новости российских СМИ. Как их оценивают в прессе Германии и как реагируют на них простые немцы. Мы завершаем серию репортажей «Говорит Германия». Так много внимания России немецкие СМИ не уделяли давно. Мечта Путина о российском доминировании в Европе. Под таким заголовком вышел материал во влиятельной ежедневной немецкой газете Die Welt. Редактор газеты «Русский Берлин» Борис Фельдман мнение немецких коллег изучает по долгу службы. Я не помню, когда вообще немецкие СМИ уделяли бы русскоязычным десятую долю такого внимания. Писали все, но мнения разделились. Социолог Игорь Эйдман тоже ежедневно читает немецкую прессу. СМИ, люди эксперты и люди, интересующиеся политическими вопросами, в основном все это правильно понимают, как некую российскую информационную диверсию. А простым людям, конечно, на это наплевать. Их и действительно интересует и волнует проблема беженцев. Проблема беженцев волнует большинство немцев. Но в отличие от россиян, немцы к любой информации относятся со вниманием. Поток новостей мы стараемся по возможности фильтровать и не впускать в себя все подряд. Я должен признаться, что использую информацию из самых разных источников и пытаюсь сложить собственную картину и выработать собственное мнение. На историю с якобы изнасилованной мигрантами русской девочкой и вмешательство российских властей во внутренние дела Германии простые немцы, тем не менее, отреагировали достаточно активно. Мы встречаемся с активистом Бруком Киммерли в кафе «Горький парк». Он поддерживает российских митингующих в Германии и модерирует группы в социальных сетях, куда выкладывает видео протестов и другие материалы, направленные против политики Меркель. Основная его площадка – социальная сеть ВКонтакте. Причина тому – осуществление цензуры в немецком Фейсбуке. Они проверяют все записи в соцсетях по ключевым словам и блокируют так называемые разжигающие ненависть высказывания. Но не все готовы принять российское мнение относительно внутренней политики Германии. Юрист и один из ведущих немецких русскоязычных политиков Сергей Лагодинский массированную атаку российских СМИ назвал пробным шаром гибридной интервенции. Немецкие власти довольно жестко и быстро отреагировали и протянули, так сказать, нарисовали красную черту, через которую переступать российским средствам массовой информации не следует. Остановит ли Россию красная черта, проведенная Германией, неизвестно. Но в Берлине едва ли будут уделять этому вопросу повышенное внимание. В отличие от России, здесь уверены, сначала нужно заняться решением своих внутренних проблем. Дарья Соловьева, Юрий Векслер, Эльдар Эльзаде. Настоящее время. Компания, которой принадлежит единственная в Таджикистане платная дорога, выпустила мультфильм, который объясняет жителям страны всю важность оплаты за пользование автомобильным шоссе. Герой ролика – мальчик и его дед, которые беседуют о состоянии дорог в Таджикистане. Мультфильм сравнивает качество бесплатных трасс с платными. На вопрос внука, зачем мы платим деньги за дорогу, дедушка отвечает, что такие сборы есть во всем мире, и они идут на ремонт дорог, чтобы соответствовать международным стандартам. Мультфильм создан по заказу компании Novative Road Solutions, которая и является владельцем единственной в республике платной дороги. Компания зарегистрирована на Виргинских островах и, как сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, принадлежит зятю таджикского президента. Платная трасса была открыта в 2010 году и вызвала недовольство местных жителей высокими тарифами за проезд по ней. Автострада соединяет Душанбе с северной частью страны и ведет в Узбекистан. Она уникальна тем, что у нее нет бесплатной альтернативы. Протесты таксистов в столице Египта. Они обвиняют частные компании Uber и Careem в том, что те уводят у них клиентов. Многие водители выступают за то, чтобы запретить деятельность этих перевозчиков. Подробности в репортаже Рейтер. Каирские таксисты недовольны растущей конкуренцией со стороны частных перевозчиков. В частности, они выступают против компании Uber и ее ближневосточного аналога – службы Careem. Таксисты говорят, что частные водители крадут у них выгодных клиентов. Нам достаются только поездки на сумму от 5 до 10 фунтов. Никаких длинных маршрутов, как это было раньше. Теперь, если надо поехать куда-то далеко, люди пользуются только службами Uber и Careem. Служба Uber, которая успешно работает в более чем 50 странах, уже не раз становилась объектом нападок со стороны официальных таксистов.
В нескольких городах водителям даже удавалось добиться запрета на деятельность перевозчика. Основная претензия – для работы на такси требуется дорогостоящая лицензия, которую водители Uber могут не покупать. Глава египетского отделения компании говорит, что никакой нечестной конкуренции нет. Я вижу, не все представляют, на кого ориентируется Uber. 80% наших клиентов – это владельцы автомобилей. Они предпочитают припарковаться до мест с пробками и конец маршрута проделать на наших машинах. Так что это совершенно другая целевая аудитория, чем у обычного такси. В Каире живет 20 миллионов человек. Места на рынке хватит для всех. Но каирских таксистов подобные слова совершенно не убеждают. Они заявляют о готовности продолжать протестовать неограниченно долго, до тех пор, пока их конкурентов не уберут из города. Напомним, подобные протесты уже не раз проходили практически во всех городах Европы, где работает приложение Uber. Во Франции, Англии и Бельгии таксисты регулярно устраивают забастовки, призывая власти запретить онлайн-сервисы вызова автомобилей. Наиболее масштабной за последнее время оказалась акция в Париже в конце января этого года. Протестующие жгли покрышки и перекрывали дороги к аэропортам. В ходе столкновений таксистов с полицией было задержано более 20 человек. Полиция также применяла слезоточивый газ для разгона протестующих. На второй день забастовок парижский суд обязал Uber выплатить более 1 миллиона евро в пользу профсоюза таксистов. Президент США Барак Обама исполнил мечту 106-летней Вирджинии Макларен. В 2014 году пожилая американка попросила его о встрече и даже опубликовала свое обращение к Обаме в YouTube. В ответ американский президент пригласил ее в Белый дом. Ролик, снятый во время их встречи, собрал в интернете миллионы просмотров. You want to say hi to Michelle? Yeah! Slow down, man. I don't know if she's 106. No, you are not. You are not. You slow down. Oh my goodness. I want to be like you when I grow up. What's the secret to still dancing at 106? Yeah. Come on. We are happy to have you. Then look at him. Hey! Right there. That's me. Yes. And I'm here to celebrate Black history. That's exactly. Yeah, that's what I'm here for. That's We're glad to right. have you here. Радио «Свободная Европа» представляет новый проект «Россия и я». Его автор и журналист белорусской редакции Анна Соусь взяла 12 интервью у тех, кто определял политическую повестку дня в странах бывшего СССР. Такого я в страшном сне предположить не мог. Но я не думал, что вообще такие люди могут родиться. Я не представляю, что бы было сегодня в балтийских странах, если не было бы НАТО. Нельзя воевать с русскими. Ну нельзя воевать с русскими, они воевать умеют. Тот же Киевский Майдан, репетиция была здесь в Кишиневе, только в отличие от Киева мы сдержались и не применили оружие. Путин боится двух вещей. Если бы даже сегодня ожили сэр Уинстон Черчилль и президент Рузвельт, они бы тоже сказали, что Крым – это русский. На его стороне сатана, а с нами Бог. Поэтому мы непобедимы. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.